Есть праздники, что навсегда с тобой. Красивый человек, любимый город, или где-нибудь на севере собор, или где-нибудь на юге горы. К ним прикипела намертво душа. К ним рвешься из житейской суматохи, и пусть мои дела сегодня плохи, жизнь все равно, я знаю, хороша. Не говорите далеко до гор, они со мною, на одной планете. И смотрит где-то в озеро собор, и есть красивый человек на свете. Сознание этого острее, чем боль. Спасибо праздникам, что навсегда со мной. Юлия Друнина. Нет, это не репродукции с открыток или журналов. Это оригиналы, авторские работы. Снимки, сделанные в разные годы, в разных ситуациях, жителям периферийного города, расположенного далеко от культурного центра России, Москвы. Коллекцию портретов знаменитостей, людей искусства и литературы разных стран собрал уфимский фотохудожник Николай Постников. Он себя сам считает любителем, поскольку фотография – это не его основная профессия. Фотография – это его судьба, это его жизнь. Здравствуйте, Николай Юрьевич! В самом начале нашей виртуальной экскурсии вы прочитали свое любимое стихотворение Юлии Друниной о праздниках. Оно как-то связано с экспозицией ваших работ в нашей картинной галерее. Добрый день! Каждая экспозиция, каждая выставка для меня – это праздник, потому что, во-первых, это не часто бывает, а во-вторых, это просто есть возможность поделиться своим багажом, который накопился за многие-многие годы, можно сказать, десятилетия. И мне кажется, что это будет интересно и не только мне. Рассказывать о Николае Юрьевиче одновременно и легко, и непросто. Родился в далеком военном 1942 году. Проработал всю жизнь на заводе. Казалось бы, откуда такое увлечение, такая врожденная интеллигентность, артистизм? А начать рассказ нужно с рассказа о его маме, оказавшей большое влияние на формирование личности фотохудожника. Татьяна Вадимовна Постникова родилась в столице Башкирии, но какое-то время работала художником в Московском театре кукол Сергея Образцова. Перед войной она поехала навестить родителей в Уфу, и эта поездка совпала с началом войны, поэтому о возвращении в столицу не могло быть и речи. Мать и отец Николая Постникова стояли у истоков Республиканского театра кукол. Но отца Юрия Николаевича, тоже театрального художника, в 1942 году забрали на фронт, откуда ему уже не суждено было вернуться. А мама вместе с Уфимским кукольным театром разъезжала по башкирским городкам и деревням в составе агитбригады артистов. Во время гастролей в деревне Николаевка под Бирском и родился будущий фотограф. Детство мальчика прошло за кулисами театра среди эксцентричных актеров и оживающих кукол. Увлечение фотографией у Постникова началось с коллекционирования карточек актеров, которые можно было найти тогда в любом киоске. И уже тогда он начал задумываться, что неплохо было бы самому запечатлевать на пленку всех этих легендарных личностей. И вот в 1959 году в Уфу на гастроли впервые приехал театр имени Пушкина, вспоминает Николай Юрьевич. В спектаклях были заняты такие знаменитости, как Фаина Раневская, Борис Черков. Встречал именитых гостей чуть ли не весь город. Привокзальная площадь была усеяна фоторепортерами, корреспондентами, да и просто поклонниками. Как раз во время этих гастролей Постников и сделал свой первый звездный кадр. Я попросил разрешения сделать портрет у Бориса Петровича, встретив его у здания нашего театра оперы и балета, рассказывает Николай Юрьевич. А когда пришел с готовой карточкой за автографом, то Черков оставил на ней довольно ироничную надпись: «Коле, знаменитому фотографу от Бориса Черкова». Тысячи фотографий, сотни лиц. Николай Юрьевич, скажите, название выставки «Знакомые все лица», наверное, не случайное? Знакомые все лица, оно, наверное, не случайно, потому что действительно ведь лица-то все знакомые.
от детства и до теперешнего времени вот всех этих людей, всех этих знаменитых актеров, они все в душе, они все в голове, они все в памяти. Поэтому вот сейчас, кто увидит их в то время снятые, вы вспомните, может быть, свою молодость. Вспомните какие-то приятные ощущения в то время, когда вы смотрели тот или иной фильм, атмосферу свою, так сказать. Ну, отбирал я на эту выставку, естественно, фотографии только советских, российских актеров. Сейчас идет год российского кино. Поэтому и выставка у меня в основном, да даже не в основном, а только актеры российского кино. Разного поколения, разных лет. Начиная от первых, как Раневская, она снималась еще и в немых фильмах. В начале было становление российского кинематографа. И до нынешних уже молодых актеров, которые все равно в памяти и уже в голове сидят и засели надолго. На выставке представлено 60 работ. Но это малая доля того, что вообще у меня есть в коллекции. Все, кто видел ваши снимки, говорят об их уникальности, неповторимости. Вы – человек, волшебник, остановивший мгновение жизни звезд для того, чтобы мы сейчас любовались их лицами. И все же, что самое уникальное есть в вашей коллекции? Я считаю, что в моей коллекции уникальными являются, естественно, ни один уфимский, так сказать, фотограф, хотя фотографов у нас очень много в городе. Есть прекрасные фотографы, есть много, которые фотографируют и актеров и так далее, но у них нет Высоцкого, у них нет Раневской, у них нет, даже той же Марины Влади, и никогда не будет. Поэтому, в принципе, вся выставка, она, конечно же, уникальна. В моей коллекции нет снимков студийных, нет салонных, нет специально построенных. Есть либо снятые во время каких-то мероприятий, совершенно случайно происходящих, либо это на спектаклях, либо это на концертах, либо где-то на улице, случайно встреченные люди, с которыми хотелось бы как-то пообщаться или хотя бы сфотографировать и иметь в своей коллекции. Встречи и знакомства со знаменитостями, звездами в течение многих лет вызвали у Николая Постникова желание перенести на бумагу эти интереснейшие воспоминания. И работа над мемуарами уже началась. А еще в коллекции фотохудожника почти 1000 автографов. Он всегда ставил целью не просто сфотографировать звезду, но презентовать портрет героям своих кадров. Вот с этим связаны самые интересные воспоминания. Николай Юрьевич, расскажите нашим читателям хотя бы один эпизод. Особый случай – это, конечно, встреча с Фаиной Георгиевной Раневской. Приехал в Москву, в это время шел спектакль «Дальше тишина», о котором я много слышал, его уже как бы и показывали и по телевизору, и мне удалось приобрести билет и пойти на спектакль. У меня длиннофокусный объектив, я сел где-то там чуть не на балкончике, билет у меня был, и оттуда фотографировал. Конечно, из всего, что я нащелкал, далеко не все фотографии оказались приличными, вкусными, как сказать можно даже, но кое-какие оказались неплохими. Я приехал домой, все это распечатал, увидел, посмотрел. Лучшие фотографии я через год повез в Москву. Сделал снимки большие, специально, которые можно было бы и на стенку повесить. Это для себя, чтобы она мне автограф поставила. И такой же большой снимок я сделал ей. С молодым человеком, другом моим московским, мы созвонились с Фаиной Георгиевной, хотим встретиться. Но она меня узнала по
голосу или, по крайней мере, по той информации о спектакле и дала согласие встретиться. Да, этот автограф, конечно, бесценный. А что написала Раневская на фотографии? «Счастье в личном, в работе» она там написала и так далее, с уважением, Раневская. Очень хороший автограф, висит у меня фотография эта дома на стенке, я каждый день любуюсь. Вас иногда называют уфимские папарацци, хотя это абсолютно не так. А еще я знаю, что вы были приглашены на передачу к Андрею Малахову, на передачу «Пусть говорят». Что это за история? Здесь гастролировал Игорь Лифанов. Перед спектаклем состоялась пресс-конференция. Я пробрался туда, с определенной целью подарить фотографии актеру, который я сделал года 2-3-4 назад тоже на спектакле. Он приезжал со спектаклем. В общем, фотографии я взял с собой. Пресс-конференция шла своим чередом, и тут кто-то из журналистов спросил: «А как вы относитесь к фотографам?» Что меня насторожило. И он говорит: «Да не шибко здорово. Бывали случаи, когда меня наснимают где-то, когда-то, непонятно как, и целую пачку притаскивают паршивеньких фотографий, но предлагают выкупить». Я, конечно, тут и возмущаюсь. И в это время я уже не выдержал. «А бесплатно возьмете?» Бесплатно кто не возьмет? Бесплатно, конечно, возьму. В общем, я вот тут вышел и преподнес ему серию фотографий с предыдущего спектакля, с предыдущих его гастролей. Эту всю ситуацию, этот эпизод засняли журналисты, и появилась статейка в московском «Комсомольце», которым МК в Уфе. Этот материал прочитали в Москве, и вдруг мне был звонок из редакции программы Андрея Малахова «Пусть говорят». Приглашают на программу. Посвящена была передача «Папарацци». Вот откуда и пошло уфимские папарацци. Это на меня ярлычок такой наклеили. Я поехал. Мы заканчиваем нашу беседу. Николай Юрьевич, что вы скажете нашим читателям напоследок? Я очень радуюсь всегда, если какой-то интерес к моим фотографиям проявляется среди зрителей. Кто-то, конечно, посмотрит и скажет: ладно, мы и лучше видели там и так далее. Если это все-таки приносит какую-то радость, я сразу вспоминаю слова Юрия Никулина, который где-то однажды сказал: «Приноси людям радость. Делай людей счастливыми, и ты будешь счастлив сам». Я счастливый человек, потому что у меня много было интересных встреч с интересными людьми. Очень радуюсь, когда это приносит какое-то удовольствие зрителю. Даже среди этих фотографий, вернее, глядя на это все и на всю коллекцию, я говорю, что это биография моей страны. Это моя биография.